Солнечное утро. Программа «Новый день» продолжает свою работу. На календаре 12 июля. И давайте заглянем в календарь знаменательных дат и событий. Сегодня свои профессиональные праздники отмечают фотографы, а также люди, профессия которых считается, пожалуй, самой романтичной. Это бортпроводники. Праздник, который ассоциируется с огромным воздушным пространством, женским обаянием и, конечно же, ответственностью за чужие жизни. И как это принято желать рядам отряда гражданской авиации, пусть у вас всегда будет летная погода. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в центральных Улусах 6 часов утра температура воздуха составила плюс 11, плюс 17, днем плюс 25, плюс 28. В Заречье утром плюс 16, плюс 22, днем плюс 24, плюс 29. В Южных плюс 13, плюс 14 утром, днем до плюс 24 градусов. В Вилюйских Улусах утром плюс 13, плюс 19, днем плюс 29, плюс 31. В Нижнеленских Улусах плюс 13-14 утром, а днем до плюс 30-31 градуса. В Западных Улусах плюс 15, плюс 18, днем плюс 30, плюс 25. В Колымайдегирских плюс 14, плюс 20 утром, днем плюс 17, местами 28 градусов. В Янских утром плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 28. В Северо-Западных Улусах плюс 11, плюс 18 утром, днем до плюс 9, плюс 24 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 27 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 29, плюс 31 градус. Ну а далее слово передаю своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Ни одно социальное учреждение в отдаленных населенных пунктах и в республике не будет закрыто. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов на пресс-конференции, посвященной развитию и повышению эффективности сети социальной инфраструктуры в Якутии. Председатель правительства отметил, что каждый район уникален и что все населенные пункты нужно рассматривать по отдельности. Поэтому сейчас создана специальная группа под его руководством, которая разрабатывает разные варианты совершенствования бюджетной сферы. Одним из главных является вариант объединения учреждений в одно юридическое лицо. У нас есть населенные пункты, в которых, например, есть школа и 2 детских садика. Мы сохраняем точно так же школу и 2 детских садика, просто вместо 3 юридических лиц будет одно юридическое лицо, которое будет осуществлять централизованные закупки, будет один директор, будет одна столовая, которая будет готовить на все 3 учреждения, будет одна организация, которая будет поставлять, там, не знаю, услуги уборщицы, условно говоря, убираться. Готовность объектов энергетики в Нерюнгринском районе, жизнеобеспечение жилищного фонда и социальной сферы к отопительному сезону составляет 42%. По-прежнему сохраняется непростая ситуация по задолженности в части уплаты коммунальных платежей некоторыми потребителями. Представители теплосбыта высказывают опасения относительно имеющейся задолженности за тепло объектов ЦРБ в размере 10 миллионов рублей, сформировавшейся с апреля по июнь 2019 года. В связи с этим больнице предложено к подписанию соглашения о реструктуризации долга. Аналогичная ситуация по задолженности в селе Енгра и поселке Золотинка. Между тем, специалисты ГРЭС начали заполнение магистральных сетей третьей очереди. Работы идут с опережением графика как минимум на 1,5 дня. У нас проходят совещания как выездные, так и плановые. То есть каждое совещание проходит в администрации раз в 2 недели, а выездные совещания проводятся по каждому поселению по графику. Все мероприятия идут в плановом штатном режиме, и все работы, будем надеяться, будут выполнены своевременно, в срок, и все зайдем, так скажем, благополучно в зиму 2020 года.
Студенты вузов России в будущем смогут обучаться по цифровой специальности одновременно с получением основной профессии. Задача создать такие условия является частью реализации нацпроекта «Цифровая экономика», заявил спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков. К цифровым специальностям относятся в том числе разработчики ПО для мобильных платформ, облачных сервисов, дата-аналитики и так далее. Ранее стало известно, что методика распределения бюджетных мест в вузах в ближайшее время будет изменена с учетом ситуации на рынке труда в каждом из регионов. Водительские права в России скоро могут стать электронными. Работа уже ведется, сообщил глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будет реализована ведомственная подпрограмма по цифровизации на транспорте. Парламентарии полагают, что в нее должны войти и водительские права. Москвичев уверен, что это будет намного удобнее для автомобилистов. Минсельхоз России готовит налоговые льготы для рыбодобывающих предприятий. Предусматривается 3 вида: в случае переработки продукции и поставки ее на внутренний рынок, второй – в случае осуществления вылова на вновь построенных судах и для прибрежного промысла. Представители 25 стран обсуждают вопросы освоения Арктики и Антарктики, эффективности использования водных биоресурсов и проблемы развития отрасли. Вопрос о льготах для рыбаков сейчас обсуждают в правительстве и в течение месяца направят в Госдуму. Трудовой сезон студенческих стройотрядов в разгаре. На сегодняшний день работой заняты более 3000 студентов. Фронт работы обширен. Это благоустройство сельских поселений, строительство и ремонт социальных объектов. Также студенты участвуют в крупнейшем проекте «Мирный атом» в Челябинской области и на Чиндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Несколько отрядов трудятся на рыбоперерабатывающем заводе «Ллойд Фиш» на Камчатке. Мы впервые, получается, в этом году вывели 60 человек на федеральную стройку «Север». Это всероссийская студенческая стройка. Там сейчас работает около 1400 ребят со всей России. У нас это в Ленском районе. Работодателем выступает «Газарстрой». Это дочерняя компания «Газпрома». Вот. И также по традиционным направлениям мы сейчас трудоустроили ребят в муниципальное образование по линии благоустройства муниципальных настегов. Также сейчас будем отрабатывать по сельскохозяйственному направлению, чтобы ребята были трудоустроены на сельскохозяйственные кооперативы по кормозаготовке, сенозаготовке. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Доброе утро! У каждого из нас свои источники вдохновения. Кого-то вдохновляют люди, других искусство и путешествия, а третьих погода. Интересно, какая она вдохновляющая погода? Теплая, солнечная погода. В какое время вы что любите делать? Гулять с друзьями, купаться. Не так холодно и ветра нет. Дождливая. Почему? Не знаю, дождь нравится. Чем он нравится? На что он может? Спокойствие и умиротворение. Теплая, сухая, теплая погода. Прохладная. Свежо, свежая погода. Мне не нравится, когда духота и жарко. Вот такая. Не жарко, не холодно, когда. Пасмурная. Потому что в пасмурную погоду больше хочется сидеть дома, больше уюта. Солнечная. Потому что тепло, хорошо можно гулять с ребенком по паркам и так далее, по всяким центрам. В дождливую погоду не погуляешь, ребенка не поводишь, приходится дома сидеть. Солнечная, яркая, красивая. Лето же. Хотя бы немножко жарко. Пасмурная такая же, можно сказать. Чтоб не солнце светило и ветер был. Так идеально. А что вы любите делать? В такую погоду прогуляться шикарно. Потому что под палящим солнцем не так уж неохота даже выходить из дома, кстати. Во всем мире все большую популярность набирает медицинский туризм, который позволяет людям путешествовать и лечиться одновременно, таким способом совмещать приятное с полезным. Особенно популярны медицинские туры в Южную Корею, которая известна нам не только своим неповторимым отдыхом, но также и высоким уровнем медицинского сервиса и развитой восточной медициной. Сегодня у нас в гостях директор акционерной
компании по развитию медицинского туризма «Карё» профессор Ким Джей Хин, координатор компании «Карё» в Сеуле Сон Кун Хе и официальный представитель компании «Карё» в Якутии – это Петр Егоров. Доброе утро, уважаемые гости. Петр Николаевич, ну, вам вот вначале даем слово, да, представить компанию. Угу. Пожалуйста. Доброе утро, дорогие телезрители. Мне очень приятно вот сегодня представить перед вами наших гостей из Южной Кореи. В апреле 2009 года в Корее был принят закон, который разрешил корейским клиникам обслуживать иностранных пациентов. И с тех пор много пациентов из Японии, Вьетнама, Китая и нашей России и других стран посетили Корею. Наша сегодняшняя встреча знаменательна тем, что именно благодаря вот присутствующей здесь директору нашей фирмы миссис Ким, фирма «Карё» и одна из передовых клиник Кореи, клиника Хэвэндэ Пэк из города Пусана, они в 2013 году первыми посетили нашу Якутию. Они были первопроходцами. Они открыли мост между Якутией и Кореей. Корейские врачи тогда провели первую бесплатную консультацию, которую посетили более 300 наших якутян. И потом только вот другие клиники Южной Кореи, по примеру вот фирмы «Карё» и клиника Хэвэндэ Пэк, начали приезжать к нам, принимать наших пациентов. Следует отметить, что особой целью фирмы «Карё» является предоставление наилучшего сервиса медицинского туризма. Она постоянно стремится сделать услуги здравоохранения Кореи более максимально доступным и надежным для нас, якутян. За эти 6 лет по линии фирмы «Карё» несколько сотен пациентов из Якутии посетили передовые клиники Южной Кореи. Среди них были и онкобольные, которым было отказано в лечении здесь. Среди них были и пациенты, которые не смогли долгое время установить точный диагноз своей болезни. И о качестве высоком работы фирмы «Карё» свидетельствует, что ни разу не было вот за эти годы жалоб и нареканий со стороны пациентов. По вопросам социальных групп Южной Кореи иностранные пациенты очень довольны вот этим обслуживанием. Ну, вопрос миссис Ким, да? Немного история компании, да? Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. 외국인 환자들이 한국의 의료기관을 편리하고 또 안전하게 이용할 수 있도록 정보를 제공할 뿐만 아니라 한편으로는 그와 관련된 전반적인 서비스를 제공하는 일을 하고 있습니다. Чтобы иностранный пациент получили наши высокие медицинские услуги удобно и своевременно и безопасно. Мы предоставляем информационный материал о клиниках и специалистах, и еще с привычаем до вылета из Кореи все необходимые услуги мы оказываем. Ага, ну со сколькими и с какими клиниками сотрудничает компания «Карё»? 네, 한국의 우수한 의료 기술을 가지고 있는 병원들과 일을 하고 있는데요. 특히 피어트러 씨와 함께 해운대 백병원은 10년 동안 함께 일하고 있습니다.
На самом деле мы все наши ведущие, больницами работаем, которые обладают передовой медицинскими технологиями. Но особенно, как уже Петр отметил, мы работаем с более 10 лет с больницами Хеунде ПЭК при университете Инзе. Так, с какими фирмами, сотрудничает компания, именно вот с какими пациентами сотрудничает Якутия и вообще в целом о сотрудничестве? Корея, Якутия. 네, 고려가 외국인 환자 유치 사업을 하는 일 외에도 한국 정부와 함께하는 몇 가지 프로젝트가 있는데요. 그것은 나눔 의료, 의사 연수 그리고 한국의 의료 관광을 홍보하는 일입니다. 그런데 그중의 특히 표트르시아는 야쿠티아에서 7명의 어린이들의 나눔 의료 사업을 진행하는데 많은 도움을 주셨습니다. Конечно, первая наша задача привлечение иностранных пациентов, но это не наши все дела. И нам с участием нашего правительства и разных администраций местного самоуправления и нашими медицинскими учреждениями мы разный проект осуществляем, в том числе, именно в сфере по обмену опыта, и еще стажировки, медперсонал, и еще разные благотворительные акты Берлин. И мы вместе, Петром, уже 7 лет занимаемся этим. Уже 7 лет, да? Да. 뿐만 아니라 저희 러시아에 거대 기업들과 함께 의료와 관련된 사업들을 하고 있는데요. 4년 전에 알로사와 관계를 맺은 것을 시작으로 사 메디스트라우 등과도 교류를 하고 있었습니다. 그리고 어제 그간의 저희들이 이 일을 하는 것을 기반으로 해서 야쿠티아 항공을 비롯한 4개 기업의 보건의료 서비스 제공을 위한 협약을 체결하게 되었습니다. Да, мы не только 4 года назад наладили отношения ваши ведущие крупными предприятиями, например, Аллосам и Саха Страх. Вот. И вчера еще у нас тоже такая церемония была. Мы заключили еще 4 компаниями, авиационные компании Саха Якутии и Саха Транснефтьгаз. Там тоже с ними тоже заключили. Мы будем для них обслуживать их работников, сотрудников именно в Корее. Ну и, конечно же, пожелания, коротко нашим якутянам. 마지막 인사만 해보겠습니다. 사 야쿠티아 시민들에게 하고 싶은 말은요, 2가지입니다. 스타로비의 и счастье. Здоровье, счастье. Доброе утро. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Отличного дня, хорошего завершения пребывания в нашей Якутии. У нас небольшая, короткая рекламная пауза. Ищете дом своей мечты или хотите быстро продать квартиру? Тогда вам прямая дорога в агентство недвижимости «Промегаполис». Команда профессионалов быстро, выгодно и безопасно поможет решить все вопросы, связанные с покупкой и продажей недвижимости. Дорогие гости и жители города Якутска, приглашаем вас на летнюю ярмарку недвижимости, которая состоится 13 июля. Мы работаем с ведущими банками и самыми надежными застройщиками. У вас есть возможность подать заявку на ипотеку и купить квартиру вашей мечты. Только для наших клиентов будет снижение процентных ставок по ипотеке. Всех вас ждем по адресу Орджоникидзе 49. Мы работаем с 10 утра до 9 вечера. И помните, мы знаем секретные тропы.
Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Подход к воспитанию детей значительно зависит от того, откуда родом и в какой стране проживает семья. Каждый родитель выстраивает свои уникальные отношения, но не стоит забывать о некоторых моментах. Продолжение темы в следующем сюжете. Родители по всему миру одинаково сильно любят своих детей. В то же время взгляды на воспитание подрастающего поколения очень зависят от традиций и обычаев той страны, в которой проживает семья. И то, что для представителей одной страны может казаться неприемлемым, в другом уголке нашей планеты считается нормой. Давайте посмотрим, чем схожи и чем отличаются системы воспитания в разных странах мира. Европейские системы воспитания. Основными ценностями, характерными для европейской системы воспитания, являются свобода, самостоятельность и индивидуальность. То, как эти качества воспитываются в ребенке, зависит от конкретной страны. Особенности воспитания детей в Норвегии и Швеции. В скандинавских странах любовь к детям выражается через предоставление полной свободы. Ребенок не ограничивается в выборе занятий, увлечений, игрушек, режим дня соблюдается нечетко. Главная задача воспитания, по мнению скандинавов, заключается в развитии творческих способностей ребенка. Как воспитывают детей во Франции? С малых лет в французских детях воспитывают самостоятельность. В этой стране очень ценится возможность реализоваться как личность, поэтому установление тесного контакта с ребенком не так важно, как его независимость. Как воспитывают детей в Испании? Семейные узы в Испании очень сильны. В семьях принято хвалить детей, баловать, все разрешать. Испанские родители проводят с детьми практически все свободное время. Отцы участвуют в воспитании наравне с матерями. Особенности воспитания детей в Англии. Английский подход к воспитанию характеризуется серьезностью и основательностью. Жители Англии часто становятся родителями в уже зрелом возрасте и стремятся воспитать из своих малышей истинных леди и джентльменов. С ранних лет им прививают безупречные манеры и учат быть сдержанными. Воспитание детей в Китае направлено на выращивание гениев. Китайские дети постоянно должны быть заняты чем-то полезным, что способствует их интеллектуальному развитию. А мы продолжаем знакомить вас с историческими достопримечательностями Амги. Сегодня ею станет часовня, у которой своя многолетняя история. Мы вас приглашаем на самое высокое место Амгинского района. Амга-Слобода возникла во второй половине 17 века, когда здесь были поселены русские крестьяне для занятия земледелием. В 1652 году сын боярский воин Богданов вместе с 6 ссыльными казаками были направлены сюда для занятия хлебопашеством. Именно с этого года Амга стала упоминаться как Слобода и как селение. И прямо здесь, за Амгинским центром культуры, находится возвышенность села. В прямом смысле самое высокое и особенное место, где стоит часовня. Самая первая часовня в Амге была построена в 1860 году, а самую большую церковь здесь возвели в 1824 на средства священника Алексея Дьячковского и прихожан. На это ушло более 2000 рублей. По тем временам это была очень большая сумма. И церковь была очень красивая. Значит, о ней есть упоминания. Преображенская Амгинская церковь она называлась. Кроме того, еще была звонница рядом с ней. Это была самая такая достопримечательность большая в Амге. Все ходили сюда на праздники, на все праздники ходили вот на это место. Это самое священное место и по сей день. К сожалению, в 1936 году от детской шалости церковь сгорела дотла. В память об этом в 1997-м построена ныне стоящая часовня. И в 2010 году эту церковь, значит, она была освящена протоиереем Якутской епархии Алексеем Зарубиным. Значит, проводятся здесь службы, литургии, приезжает из Якутской епархии священник. В свое время сюда приезжал владыка Зосима, Роман и Илья. Церковь стоит на площади Славы, которая раньше носила название имени Широких Полянского. Но подробнее об этом в следующем выпуске. Многие считают, что фотография – это кропотливый труд и настоящее искусство. Качественные фото талантливого человека всегда радуют глаз и заставляют восхищаться. И это лишь одна из причин, по которым существует профессиональный праздник День фотографа.
Праздник отмечается ежегодно 12 июля. Относительно даты существуют разные теории. Начнем с того, что у него есть второе название – День Святой Вероники. Эта женщина подала ткань Иисусу, который шел на Голгофу, чтобы он отер пот с лица. После этого на ткани остался его лик. Когда была изобретена фотография, папским декретом святая Вероника была объявлена покровительницей всех фотографов. Что касается истории самой фотографии, тут обратимся к XIX веку. В 1839 году стала доступна первая технология, позволявшая получить фотографии. В конце же XIX века фотография получала большее распространение, появилась признанная профессия. А в 1914 году начали создавать малогабаритные камеры, сделавшие процесс создания фотографии куда более удобным. А дата Дня фотографа, согласно популярной версии, связана с тем, что 12 июля родился Джордж Истман, основатель компании Kodak. Как и любой другой профессиональный праздник, День фотографа отмечается разнообразными тематическими мероприятиями. Даже создаются сайты, посвященные этому дню и истории фотографии. А для всех фотографов это отличный повод собраться с друзьями и коллегами и задуматься над тем, как это занятие изменило их восприятие мира. Остальные же могут заказать фотосессию, зачастую со скидкой, ознакомиться поближе с историей этого замечательного занятия и от души поздравить знакомых фотографов. Хорошая фотография требует много сил и времени, а еще мастерства и таланта самого фотографа. Так не будем же забывать их труд, особенно 12 июля, в праздник, посвященный людям, отдающим свои силы на то, чтобы радовать нас качественными фотографиями. Ведь так мы открываем для себя привычные нам вещи с новых сторон. Доброе утро! Впереди выходные, и по прогнозам синоптиков обещает температура подняться до 30-31 градуса, поэтому я вам желаю вдоволь искупаться, отдохнуть и начать новую неделю вместе с нами.